Assalamu alaikum, saygılı seyircilerimiz. Bugünkü subyetimizdin esas mevzusu sanattır. Ve musafirimiz belli ressam Ramazan Hüseynov'dur. Hoş geldiniz Ramazan ağa. Sağ olun. Ramazan ağa, bu studiyada sizni görmekten memnunuz. Sizin işleriniz, icadınız pek meraklı. Bizni kuvandırasız resimlerinizden. Рамазан ага, давайте вспомним ваш творческий путь, с чего начинался, когда у вас проявился интерес к живописи, как вы вообще начали заниматься живописью? Да, это было очень давно. И все-таки память человека, он вспоминает и с легкостью. Это было, ну скажем, мне, наверное, было лет 10, как это я вот вспоминаю. Начало. Главное, что я вот помню, что в семье не было у нас людей, ну там отец или мать, которые были причастны к этой профессии. Это я не могу до сих пор понять, откуда она у меня взялась. Ну, то есть подсознательно, видимо, гены или какие-то моменты, как свои, не знаю, может быть, какое поколение были, наверное, люди искусства, возможно. Ну вот я помню, как я начал рисовать, просто сидя неожиданно, откуда-то не возьмись, но это как все дети, я копировал некоторые моменты, то, что мне нравились. Вот. Это копирование стало уже и в школьные годы. Попал я просто вот в изо-студию во Дворце пионеров. Педагог Антонина Васильевна Ларина настолько, ну, как вам это сказать, она человек, мне кажется, если увидеть эту женщину, то есть любой человек станет художником. Это был ваш первый педагог? Да, она была уникальным человеком, она душевно, вот она, энергетика ее внутренняя была настолько мощная, что беседа, взгляд ее воспринимался как творчество. То есть я через это все получил очень многое, то, что я вот имею сейчас. И очень благодарен тому, что встретил в жизни вот такого человека. Это был мой первый педагог, уникальный человек. А что вы впитали? Какие основные принципы, может быть, которые вы пронесли через всю жизнь? Я даже словесно не могу это воспроизвести, а вот чувствами это да, потому что она как своим взглядом, своей беседой, своей добротой, своим уникальным каким-то отношением вообще к человеку. И вот этой своей энергетикой она могла, мне кажется, любому человеку какую-то подсознательную силу творческую. Вот вы сказали энергия, энергетика, чувство, передать чувство. Насколько это важно для художника? Важно тем, что художник, он все-таки работает как-то подсознательно, он видит мир иначе, скажем, чем остальные люди. И он трансформирует ее по своему чувству. То, что он видит одно, а потом выражается на холсте другие элементы, другое состояние. А состояние — это именно состояние этого художника. А художник, он может быть, вот, как все остальные люди, попадать в такие моменты, скажем, радостные моменты, бывают сложные какие-то проблемные моменты. То есть это все отражается на холсте. Всегда ли художник выражает именно свои какие-то личные чувства и эмоции? Либо он может просто передать идею, даже если в этот момент этого не чувствует? А это, знаете, это незаметно. Дело в том, что когда художник работает, он именно воспроизводит то состояние, которое в данный момент художник имеет.
А если я прихожу к этой же картине, то, что я написал сегодня, или через год я опять к этой картине подойду, это будет абсолютно другая картина. Дело в том, что состояние меняется. Буквально каждую секунду меняется. И поэтому я стараюсь всегда писать картину на одном дыхании, пока я его не закончу. А так бывает? Вот вы Бывает. начали картину, потом Да, вот... да, бывает. И, к сожалению, я его могу А что полностью... влияет? Идея поменялась, либо вот, действительно внутренние чувства какие-то меняются? Дело в том, что со временем эта картина, она может поменяться в моем сознании. Где-то мне не нравится что-то. Мне кажется, что-то здесь поменять надо. И стоит мне поменять, он уводит меня дальше. Уводит до такой степени, что картина превращается абсолютно. Если он назывался каким-то названием, то в конце изображение и суть этой картины абсолютно становится другим. Расскажите, пожалуйста, действительно очень интересно. Вот вы, когда появляется какая-то идея, вы подумали, да, о чем-то нужно написать. Как начинается сам этот процесс? Вот с чего начинаете вы? Ну, процесс — это кухня художника называется вообще. Процесс обычно вот в мастерской я могу вот как-то настроиться таким образом. Это я могу поставить холст на мольберт и долго думать о какой-то ситуации. А ситуаций очень много. И хочется этот момент настолько интересно сделать, выразительно, чтобы зритель почувствовал меня, что я хотел подумать. То есть любая композиция, она может быть зрителем воспринята по-разному. То есть один человек может увидеть свое, другой увидеть другое. И рассуждают, вот когда увидели картину, они говорят, а вот сюжет такой интересный, и объясняет свои видения. Другой зритель, он объясняет по-другому. Мне становится интересно, почему этот человек думает по-своему, а другой иначе. И мне это очень интересно. То есть это какое-то богатство, или я даже не могу понять, почему так происходит. В том-то и интерес художника в том, что он добивается каких-то выразительных моментов. А начинается с того, что я очень долго сижу над холстом. Я уловил какую-то мысль, какую-то композицию, но композицию то есть по стадии работы, когда идет работа, она меняется. Если я о чем-то задумал в начале, в окончании, в финале абсолютно другая композиция. Я не знаю, как это объяснить. Вы всегда уже заранее знаете, либо представляете себе, какие цвета, оттенки вы используете? Какой это будет образ? Ну, в основном да. В основном да, представляю, вот в каком формате и в каком колорите это будет. Опять-таки идет процесс, когда идет живопись, это меняется движение кисти, мысли, какая-то краска смешивается с другой, это уже нюансы, выпадает из того, что я думал. Оно может быть еще интереснее, о чем я думал. А может быть, то есть я в любом случае ищу тот момент, где в конце я должен сказать, да, мне это очень нравится, я оставляю эту работу, то есть я останавливаюсь. Это очень сложно художнику остановиться, найти какое-то финишное такое ограничение, но удовлетворенность называется. То есть если я получил какое-то удовольствие от этой работы,
Я долго любуюсь, может быть, неделю могу любоваться, но пройдет год, это любование исчезает. Я могу опять к этому холсту подойти, но в конце концов она испортится. И запечатлен именно тот момент, в который вы что-либо чувствовали и передали чувство именно того момента. Да, вот Той в том-то, минуты. да, вот в том-то и дело. И в последнее время я себя заставляю не подходить больше к старым картинам. Ну, то, что мне легче взять новый холст белый, начать новую работу. Вы самокритичный человек? Да, очень, очень. Иначе нельзя. Ругаю себя. Действительно, очень ругаю. И недовольствие, видимо, приводит к тому, что ты все-таки должен прийти к какому-то результату, найти какой-то вариант тот, который тебя удовлетворит полностью. Сознание, все. Но вот это стремление, ведь этот процесс бесконечен. Бесконечно, но все бесконечно. Нету конца, понимаете. И в том-то и дело, человек, он до конца жизни в поисках, ищет, он может и не понять, что он ищет, но все-таки он ищет. Это и есть творчество в любом виде, если человек в поисках. Если он удовлетворен однажды найденный момент, это все, это остановилось его мышление, или я не знаю как. Как вы можете охарактеризовать тот жанр, в котором вы работаете? Это индивидуальность художника. Это очень важно, потому что если моя картина висит, и человек узнает без фамилии, не прочитав фамилию, и сказал, что это автор вот такой-то, это очень важно. Просто я, значит, сделал что-то личное, говорящее о том, что я нашел какой-то свой почерк. Ваше предпочтение, что изображать, что рисовать, может быть, с момента учебы, вот с того периода, по сегодняшний день, они как-то менялись? Поменялось очень много раз. Дело в том, что начиналось все это с того момента, обычно все художники обучаются в учебных заведениях, и там есть в учебах обычно академические отношения к работам. То есть нарисовать правильно, создать композицию по законам определенным. Первые мои композиции, они были чисто академические. Создавал реалистические картины. И были моменты, когда задавал себе вопрос, а стоит ли мне вообще этим заниматься? А как вы потом себе ответили на этот вопрос? Как вы снова Потом ответил, что я или же я должен выйти на свою линию, как творческую, или же я брошу все это, то есть буду заниматься другой профессией. Ну, профессия художника — это очень-очень... То есть вообще люди искусства — это, мне кажется, невозможно. Если ты однажды, если ты пришел к этому, то назад возврата нет. Это нельзя, художник, он не сможет дальше чем-то другим заниматься. Всегда я иду в мастерскую к себе с таким, не знаю, желанием, каждый день именно желанием что-то делать, что-то найти, что-то новенькое, что-то удивить кого-нибудь. Что для вас является основным вдохновением? Вот зайти в мастерскую, взять кисть и начать рисовать? Вдохновение — это всегда может... Знаете, вдохновение — это когда художник пришел в мастерскую, вот он один, это стоит холст, краски. Я, например, не жду, когда появится у меня вдохновение, то есть я беру кисть и начинаю работать.
не получается, я борюсь с этим холстом. Но в конце концов доходит момент, когда вдруг вижу, что на холсте появляются какие-то те моменты, которые я очень хотел. То есть здесь уже пошло вдохновление. И вот этот момент настолько втягивает, и в конце концов сам финиш этой картины становится очень-очень... А как вот вы понимаете именно тот момент, когда получается именно то, что вы хотите передать? Какие чувства внутри у вас возникают? Ну, чувства... Какие эмоции? Эмоции, ну, скажем, мучения, страдания. Вот если образ не выходит, для меня это мучительно. И начинаю нервничать. Я становлюсь очень нервным. Но стоит этому образу появиться таким, каким я хочу, то весь мир для меня открывается, ну, светлым, каким-то вот, ну, радостным, или как это называется. То есть я где-то месяц могу ходить очень таким веселым, хорошим человеком. А если наоборот, значит, это очень нехорошо. Ну, это очень сильно на меня действует, вот эти, как вы сказали, ситуации, сам процесс, вот это все. Занимаетесь ли вы преподавательской деятельностью? Есть ли у вас ученики? Да, я вот 15 лет преподаю в художественной школе. Вот в Симферополе у нас прекрасная художественная школа. Рассказываю детям о красоте и форме предметов. Ну, это азы. То есть я должен научить детей сначала видеть предметы такими, которые чисто академические моменты. Как правильно нарисовать, как правильно написать. Я имею в виду акварелью, там, живопись. Это в первую очередь. А вот говорить о вот этой богатстве искусства, это уже задача искусства, ну, то есть истории искусства у нас еще предмет есть. Это знание как бы уже обширное знание, а вот эти тонкости я объясняю построение предметов и так далее. Для того, чтобы художник смог полностью передать то, что он хочет передать, да, рассказать о своих чувствах, эмоциях и так далее, то, о чем вы говорили чуть ранее, вот по вашему мнению, какими знаниями должен обладать художник? Выбор обширный. Просто по своим подсознательным этим отношениям художник, он как бы наблюдательный, он может быть любить музыку очень сильно, может любить литературу, то есть и литература та, которая касается именно не только изобразительного искусства, а там, скажем, вообще другой мир какой-то абсолютно. Ну, то есть близко самому натуре художника. И вот он ищет во всех... А может быть, уметь увидеть и уловить момент, вот в данный момент он увидел, может быть, листочек летит, с дерева слетел. Ну, это наблюдательность, да, это зрительная наблюдательность, это очень важно. Художник, увидев однажды какой-то пейзаж, он может просто прийти в мастерскую, создать такое произведение. Действительно, это образ будет настолько выразительный, что человек сказал: да, это я знаю, я видел эти места, как вам удалось это так воспроизвести. Вот. И со мной было часто такое. То есть я, как вы говорите, увидел листочек летящий, да, а на картине этот листочек становится образом что-то большого. То есть в этом образе есть очень много сказанного, то есть подсознательно. Недавно было открытие выставки, посвященной вашему юбилею. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, вот 8 ноября в Союзе художников открылась ретроспективная выставка
картины, которые написаны в течение 30 лет. И вот 90 картин, вот то, что я на экспозиции, как вам объяснить? Вот представляете, вот 30 лет вы не видели своих картин, да? 30 лет. И это вот в частных коллекциях. Я ездил, собирал у людей, которые когда-то они приобретали у меня вот эти картины. Я изменился настолько, что для меня это была неожиданность, как это так получается. И оказалось, что вот за течение этого 30 лет были периоды там, скажем, сложных в цветовых отношениях и перемена там, например, насыщенные цвета, яркие, очень такие выразительные сочетания цветов. И как это у меня получалось, я до сих пор не могу понять. Это, видимо, поэтапно, я не замечал, как это происходило. Но мне это нравится, потому что... Может быть, даже можно проследить, как менялся ваш интерес, либо отношение к чему-либо. Да, это... Какие образы вы изображали, отображали? Да, были образы абсолютно одни, то же самое, как я вам сказал, 30 лет тому назад, а на сегодняшний день эти образы абсолютно и по композиции, и по пластике, они абсолютно разные. И они стали более конкретными, то есть более узнаваемы. Если я пишу какую-то фигуру, и эта фигура несет какую-то ситуацию, ну, смысл, да, то я ее конкретизирую больше. А тогда оно было более формальное. То есть какое-то пятно и все. И пусть зритель догадывается. Это было у меня вот такое отношение. А сегодня я более документально. Ну, мне это не очень нравится. Что я подхожу и доказываю зрителю, что я вот это хотел вам сказать. Если бы вы смотрели на зрителя со стороны, как бы вы поняли, что ваша картина очень понравилась? Что это? Это взгляд, эмоция, улыбка. Да, это очень важно. Это, знаете, для художника увидеть отношение зрителя к своим работам. Но я замечаю, особенно вот последняя выставка, отношения этих людей, и как они... Кто-то восхищается очень, как-то они выражаются. Ну вот я стою над картиной, я не хочу отходить. Я детально рассматриваю, я любуюсь вашими деталями в вашей картине. Ей не важно смысл этой картины, а фактура, там, технология. Кому-то нравится сама энергетика от этой картины. Кто-то говорит, я чувствую себя после вашей выставки очень хорошо. То есть воздействие этой выставки и влияние на ее отношение к этому зрителю очень положительно. И даже, я помню, женщина сказала, я лечусь вашими картинами. Это энергетика от картины. Есть ли еще такая мечта, образ? Вот, может быть, вы сам себе еще говорите, еще время не пришло, оно еще впереди. Я его все-таки создам, этот образ. Но сейчас вы еще думаете, размышляете над ним. Да, это вот вечная мечта. И эта мечта, она такая, знаете, которая, она невидимая. Ее вот конкретно увидеть сложно. А вот хочется такое, именно, я как художник говорю, она идет какими-то вот такими шагами, а в конце концов получается, наверное, где-то в таком возрасте, вот как мой возраст, и делаешь уже какие-то выводы и думаю, да, я о чем мечтал лет 40 тому назад, оно пришло.
То есть я добился того, но сейчас я мечтаю о другом, который это как получится, я не знаю. Но я мечтаю. Я люблю мечтать. Это, наверное, самый хороший для всех, мне кажется, добиться своей мечты. Мы желаем вам творческих успехов, чтобы эта мечта воплотилась. Радуйте нас своими новыми картинами. Спасибо. Çok sağ olunuz kelгеніңіз үшін. Teşekkürler. Sağ ol. Сайгыл достар, бүгінгі янымыз соңына келді. Саулықпен қалыңыз. Көрішмек üzere.